Начинаем новую рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В этот понедельник в студии работаем мы, Полина Долинская, Павел Танин. И вот о чем сегодня мы узнаем в течение этого часа. В Якутии с 15 мая начался очный этап регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года». Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника и Года труда в республике. К нам в гости придет финалист конкурса Зоя Готовцева. Не так давно Госдума приняла закон, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу. Как будет работать электронная повестка в военкомат? А на дворе уже наступила весна, и для многих цветоводов созрел вопрос, как получить из одного куста 3, 5, 10 или даже 20 новых молодых кустиков. Сегодня в нашей рубрике «Сад-огород» своими секретами с нами поделится Муза Винокурова, которая расскажет о петуньях. А 21 мая на телеканале «Якутия-24» состоится финал первого весеннего конкурса «Вот это да!». Каждый день мы будем разыгрывать билеты на прямой эфир программы конкурса. Отвечайте правильно на вопросы и будьте свидетелями финала, где будут определены победители. И прямо сейчас я всем вам рекомендую перейти по ссылке в телеграм-канал, который вы видите на своих экранах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Утро Якутии» и следите внимательно за нашим эфиром. Ну а сейчас, я думаю, самое время узнать, какая же погода за окном. По данным на 6 часов утра, температура воздуха в центральных районах составила 1,5 градусов со знаком «плюс». В заречной группе от 3 до 7 тепла. В южных -2 в Алдане, в Нерюнгре 0 градусов, в Вилюйской группе от 0 до -1, в Нижнеленских 2-8 тепла. В западных -5, плюс 5 в это утро, а в Колымо-Индигирской группе улусов холоднее всего в Чукурдахе, -10 градусов, плюс 5 в Зырянке. В Янских от -12 до +3 градусов, на северо-западе -13, -3. А в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 5 градусов тепла, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Северо-западный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Иногда порывы дойдут до 13 метров в секунду. А днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 15-17 градусов тепла. Ну, как мы уже сказали, 21 мая на нашем телеканале «Якутия-24» состоится финал первого песенного конкурса «Вот это да!». В прямом эфире будут определены 2 победителя по мнению жюри и по выбору телезрителей. За понравившегося участника можно будет голосовать на протяжении прямого эфира. В финал, к слову, вышли 12 победителей районных туров. Они проходили в Ленском, Мирнинском, Алекминском, Алданском, Нерюнгринском районах и в городе Якутске. Уважаемые зрители, вы сможете стать участниками прямого эфира, который состоится в воскресенье вечером, 21 мая. Кто первым справится с нашим заданием, тот и станет обладателем билетов на прямой эфир проекта «Вот это да!». Ну и, друзья, внимание, вопрос. Сколько лет исполняется песни в следующем году? Внимательно, в следующем году, которую исполнила первая конкурсантка от города Якутска в прямом эфире от 7 мая. Свои варианты ответов, пожалуйста, направляйте к нам в телеграм-канал. Ссылку вы видите прямо у себя на телеэкранах. Ну а уже к концу нашего эфира мы узнаем, кто же станет победителем. А мы продолжаем наш эфир. Бывает так, посмотришь на фотографию, а на самом деле это картина. В Алданском районе мы познакомились с одним из таких художников, причем рисует он с помощью аэрографа. Глядя на его произведение, можно с точностью сказать, что это настоящее произведение искусства. Подробнее об этом расскажет наш коллега Руслан Ачиров. С чего начал вообще заниматься аэрографией? Эта история уходит в далекий 2009 год. Я учился в городе Хабаровск, заканчивал Тихоокеанский государственный университет на экономиста. И я тогда уже рисовал я с детства. И я просто как-то однажды, мы мыли машину, и рядом стояла студия аэрографии. И мне друзья: Леха, ты же рисуешь, пойдем посмотрим. Я зашел, посмотрел, и там были приветливые ребята, мы поздоровались, они все показали сразу же. И потекла слюна. В 2015 году я поехал, узнал про курсы хорошие, поехал в город Москва, столицу нашей страны, и почти месяц там обучался. Можем вот колпак взять, да? Да, Показать. конечно.
Я просто посмотрел и был немного в шоке-то. У меня очень есть хороший друг, замечательный человек, у который владелец вот именно вот этого Land Cruiser Prado с номером с точно таким же. И он захотел что-то себе нарисовать на колпаке. А он любитель рыбалки, охоты, ну что-нибудь, говорю, давай. А я где-то в интернете увидел, это не моя идея, честно, это плагиат. Я увидел, говорю, давай, я говорю, тебя сфотографирую, и ему показал, что машина в машине, в машине, в машине, в машине. И вот так вот до победного он сказал, ну, Леха, замечательно, здорово. И все, вот она появилась идея. Я вышел на улицу, взял хороший у жены фотоаппарат, сфотографировал через программу, через Photoshop, загоняешь, выставляешь размеры, диаметр снимаешь колеса, ну и дальше уже технически пошел рисовать. Для того, чтобы начать заниматься аэрографией, потребуется, собственно, сам аэрограф. Этот инструмент рисует толщину, минимальная толщина у него 0,2 мм. Он может нарисовать, ну, грубо говоря, человеческий... 0,2 миллиметра? 0,2 мм. Это человеческий волос. Ничего себе. Мы сейчас с вами все это увидим. Также для того, чтобы начать рисовать, нужен компрессор. Компрессор необходим, потому что, как он рисует, вообще аэрография, воздух, граф – это кисть, как бы типа пишу воздухом. Краски отечественного производства, отечественный производитель, они абсолютно безопасны, безвредны, ничем не пахнут, смываются просто даже элементарно водой. Вот я так понимаю, это у нас картина, которую мы постараемся которую мы воспроизвести. Я вам сейчас скажу, что здесь ничего абсолютно сложного нету. Ой, градиент почему-то не получается. Ты добавляешь спирта в краску. Чем больше разбавляешь, тем получается будет самый прозрачный слой. И позакрашивает поплотнее это все дело. Вот видите, как он замечательно. И нижняя часть тоже, да? Вот, да, замечательно. Ну вот и по низу потихонечку пробуйте делать так, закрашивать низ солнышко. Остался такой самый интересный момент. Естественно, чтобы мы здесь не вырезали, я на работе сегодня сделал трафарет. Ну, и понятно, да, мы можем до 12 часов ночи сделать копию. Да, то есть, чем дольше работаешь над картиной, тем детализирование, ну, получается, соответственно. Да. Так, поехали. Максимально прижимаем, да. Так. Трафарет. И можно прямо аж открывать и на всю. И прям заливать. Вот. Я думал, что я смогу нарисовать квадрат, там, не знаю, да, кружок, но не ожидал, что получится такая картина. Там сразу видно, Алексей, как профессионалу, тебе огромное спасибо. Все намеки на то, что у вас получится очень хорошо, есть налицо. Тем временем в Якутии с 15 мая начался очный этап регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года». Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника и Года труда в Республике Саха-Якутия. Всего 30 педагогических работников подали заявки для участия в конкурсе. Из них отборочный этап прошли 11 мастеров производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики. Имя лучшего мастера в системе профессионального обучения Якутии будет известно уже 19 мая на торжественной церемонии открытия конкурса. Одним из финалистов является Готовцева Зоя Ивановна, мастер производственного обучения в Якутском технологическом техникуме сервиса, которая у нас этим утром в гостях. Доброе утро, Зоя Ивановна. Доброе утро. Ну, первый вопрос простой и очевидный, тем не менее. А расскажите, как в профессию пришли? Я свою педагогическую деятельность начала в 2016 году. Конечно, на производстве я поработала, приняла такой опыт. И тогда я уже поняла, что я хочу идти, научиться работать больше, достигать большего. То есть на производстве это, конечно, можно, но все-таки меня как-то тянуло в образование, что-то в этом было. И, конечно же, я написала резюме и отправилась по учебным заведениям, и меня приняли, получается, в этом же месяце, и я пошла флаг в руки развиваться именно в образовании. У вас за плечами очень большой опыт именно по подготовке студентов к региональным, российским чемпионатам профессионального мастерства. Вот часто вообще ваши студенты занимают призовые места?
Да, в нашем техникуме, Якутском технологическом техникуме сервиса именем Юрия Александровича Готовцева, достаточно очень много внимания обращают именно на чемпионатное движение. И сейчас вот несколько чемпионатов прошло, и наряду уже и есть, да, то есть на будущее. Вот именно прошло чемпионат профессионального мастерства, да, профессионалы, и Обилимпикс. Сейчас у нас вот буквально на следующей неделе достигает мастера шелкового пути. Это международный конкурс, где в прошлом году мы приняли первые и выиграли гран-при, то есть особое призовое место и стажировку в Китае. Здорово, Класс, мы вас да. поздравляем. Мгм. Ну вот в целом, думаю, вот с 2016 года вы работаете Да, педагогом, скажем так, 7 лет, то есть уже какое-то количество выпускников, грубо говоря, вы выпустили, отправили в большой мир. Отслеживаете дальнейшую или их судьбу? Есть ли кто-то, кем вот прям гордитесь, может? Да, конечно, мы ну, по стандарту, конечно, мы 3 года должны за ними наблюдать, мониторить, где они работают, что достигли. И, конечно, мы сами как человек, посмотрев на их образование с самого начала, около, ну, бывает 3 года, 10 месяцев они обучаются у нас, да, все равно как-то человечески приближается, и все равно мы узнаем, как они проживают, чего достигли. Мы даже в дальнейшем даже сотрудничаем с нашими студентами, то есть они уже становятся нашими работодателями. Есть руководители, да, например, уже достигшие, и, конечно, они очень хорошо отзываются и работают с нами. Зоя Ивановна, миссия педагога, вот какая она, по вашему мнению? Это философский вопрос. Получается, помимо того, что должны получить образование, воспитание, в среднем образовании, да, конечно, студенты должны достигнуть личные качества, личные результаты. Ну, помимо того, да, должны быть личностью, так скажем. Ну, до объявления победителей конкурса остается там чуть меньше уже полной недели, рабочей недели фактически. Желаем вам удачи, надеемся Спасибо. на вашу победу, конечно же. Ну и желаем дальнейших успехов именно в воспитательной, обучающей работе. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Оставайтесь с нами на телеканалах Якутия-24. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Доля Китая в почтовом экспорте выросла более чем в 2 раза, с 5 до 12%. Чтобы обеспечить развитие этого направления, Почта России запустила прямую авиадоставку рейсами из Москвы в Шанхай 3 раза в неделю. Более 40% экспортной почты в Китае приходится на столицу. В тройку федеральных округов лидеров по количеству отправок в КНР также входят Северо-Запад и Поволжье. По статистике Почты России, средний вес посылки в Китай составляет чуть более 2 килограммов. Востребованы у китайских получателей отечественные продукты, например, российские конфеты и мед. В МИД сообщили, что Россия привлечет страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике. Обсуждаются возможные энергетические проекты с восточными странами. Россия активно развивает контакты со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере. Прорабатываются двусторонние проекты в разных отраслях. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Также идет обсуждение возможных энергетических проектов со странами Востока, у которых есть соответствующие компетенции и интерес. Арктический институт культуры и искусств Республики выпустит первую группу студентов по направлению музеология и охрана объектов культурного и природного наследия в текущем году. Как отмечают в АГИКИ, перспективы развития музейного дела связаны с внедрением цифровых технологий в сохранение культурного и природного наследия. Примером того является востребованность музейного комплекса «Россия. Моя история» и мультимедийных выставок в Национальном художественном музее. Особенности обучения специалистов для музеев арктических регионов состоит в том, что АГИКИ дает знания в области арктического регионоведения, арктической циркумполярной цивилизации, культуры и искусства народов Арктики, в том числе материальной культуры.
Власти Якутска в течение года благоустроят 38 дворовых территорий благодаря различным программам. Как отметил мэр столицы Евгений Григорьев, действуют 3 программы. Запущена на Дальнем Востоке федеральная программа «1000 дворов», республиканская программа «Мой двор» и муниципальная программа «Трехлетие благоустройства». В прошлом году были благоустроены 75 дворовых территорий. Всего по этим программам объем финансирования в прошлом году составил 675 миллионов рублей. В этом году благоустроят 38 дворовых территорий. В селе Самарсуна Мгинского района торжественно установили первую сваю Дома народного творчества. Жители села в течение многих лет поднимали вопрос о строительстве нового здания культуры. Объект с 3-й попытки прошел отбор федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма работ более 125 миллионов рублей, где предусмотрено софинансирование из внебюджетных средств, которые почти собраны силами жителей села и спонсоров. Каменное здание будет двухэтажным, общая площадь строительства составляет около 900 квадратных метров. Третий раз после участия в данной программе нам удалось все-таки пройти конкурсный отбор и, соответственно, получить финансирование из федерального бюджета, благодаря которому у нас строительство начнется. Конец строительства запланирован на конец 2024 года, то есть в следующем году, в конце года, у нас уже новое здание Дома народного творчества откроет свои двери. Якутские лучники стали серебряными призерами Кубка России. Соревнования завершились в Крыму. Женская сборная Якутии заняла 2-е место на Кубке России по стрельбе из классического лука. В составе команды выступили Кристина Устинова, Рената Гаврильева и Розалина Тимофеева. В финале девушки встретились с командой Забайкальского края, но уступили им с минимальным счетом 26-27, заняв 2-е место. Бронзовые награды оказались на счету сборной Москвы. Национальный художественный музей Якутии присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятие ежегодно проводят на культурных площадках по всему миру. В этом году оно пройдет 20 мая, Международный день музеев. Музеи традиционно готовят специальную программу для своих гостей. Тема ночи этого года «История и истории» посвящена 95-летию со дня основания Национального художественного музея Якутии и концептуально раскрыта в 3 направлениях. История России, многоликая страна, история Якутии, место силы, а также история музея «Назад в будущее». Ровно 5 лет назад, 15 мая 2018 года, состоялось знаменательное событие в истории современной России. В этот день прошла официальная церемония открытия Крымского моста, именуемого также и Керченским. 16 мая 2018 года открылось движение автотранспорта массой до 3,5 тонн по Крымскому мосту, а к концу дня общая численность пересекших мост в обоих направлениях автомобилей составила около 14 тысяч единиц, а к середине июля по мосту проехало свыше 1 миллиона автомобилей. О других датах и событиях прямо сейчас расскажем. Сегодня Международный день семьи, Международный день климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. По народному календарю День Бориса и Глеба Сеятелей. У даты есть традиции. Одна из них напоминает, что в этот день нельзя ссориться, особенно с родственниками. Также с этого дня на некоторых территориях начинали посадку огурцов и тыквы. Считалось, что если в это время где-то рядом зарыть пестик от ступки, овощи уродятся крупными. Продолжались посевные работы. Так родилась поговорка «Борис и Глеб сеют хлеб». У праздника было и другое название – «Барыш-день». Объяснение есть. Святого Бориса называли барышником. Торговцы чествовали святого втайне, надеясь получить за это выгоду. В старину 15 мая повсюду проходили ярмарки с веселыми гуляниями. Богатые люди старались дать немного денег нищим, что сулило богатство весь год. Хозяйки накрывали столы, ожидая гостей, а еще спешили задобрить домового. Для него в укромных уголках ставили угощения: кусочки пирога, сладости, чашки с молочком. Это день в истории.
В 1484 году в Московском Кремле заложен Благовещенский собор. В 1637 в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. В 1846 в Санкт-Петербурге основано Императорское русское археологическое общество. В 1867 основано Российское общество Красного Креста. В 1930-м американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. В 1935-м состоялось открытие первой линии московского метрополитена. В 1945-м Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. В 2018-м состоялось открытие Крымского моста. В этот день родились в 1845 году Илья Мечников, один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, отец теории врожденного иммунитета и геронтологии. В 1891 году появился на свет Михаил Булгаков, русский и советский писатель, драматург, театральный режиссер и актер. В 1925-м Игорь Гостев, советский и российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР, создатель фильма «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага». В 1940-м родилась Светлана Светличная, советская и российская актриса театра и кино, а также заслуженная артистка РСФСР. В 1977 году на свет появился Степан Менщиков, российский актер, шоумен, бывший участник шоу «Дома-2». Сегодня именины отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя и Роман. Замечательная рубрика «Даты и события», и каждый из нас может войти в историю, например, добрыми делами. Спасатели вызволили из мазута почти утонувшую собаку в Биробиджане. На этих кадрах спасатели пытаются вытащить животное, которое почти полностью утонуло в луже мазута. Видно только часть туловища и мордочки. Нашли собаку на территории бывшего завода по слабому скулежу. Скорее всего, она находилась в ловушке более суток, и на самовызволение ушло уже около часа. Спасатели отметили, что собаку было сложно вытащить, а после долгих стараний измученное животное передали хозяину. Такое, конечно, достаточно Сложно. драматическое событие, конечно, да. Но тем не менее хорошо, что удалось спасти животное. И большое спасибо людям, которые оказались неравнодушными, то есть, как было уже сказано, это было слабое скуление, и кто-то мог просто пройти мимо и даже не обратить на это внимания. Да даже то, что не обратить, если слабое, то его и услышать-то трудно. То есть человек с таким острым слухом проходил, понял, что что-то не так, и благодаря Не этому... остался равнодушным. Да, и все хорошо закончилось. Ну, а не так давно Госдума приняла закон, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу. Как будет работать электронная повестка в военкомат и что важно знать в нашей постоянной рубрике, расскажем советы юриста. Поправки о повестках касаются военнообязанных россиян, срочников, мобилизованных, уволенных в запас и тех, кто никогда не служил. То есть абсолютно всех, кто у нас подлежит воинскому призыву. Да? Что меняется? Новый закон полностью меняет порядок направления и получения повесток. По старым правилам повестку можно было вручить только лично в руки и под подпись. Теперь власти расширили число методов доставки повесток. Теперь их будут направлять в электронном виде и по почте заказными письмами. Отказаться от получения не получится. Повестка считается врученной получателю с момента получения и поступления ее, в том числе на государственные услуги. Притом вне зависимости, если даже вы удалили аккаунт в госуслугах, данные от вас остались, вам направили, вы все равно считаетесь получившим повестку. Появилось понятие реестра повесток. Что это такое? Что такое у нас реестр? То есть это перечень лиц, которые подпадают у нас к призыву. Да, в этом реестре будет фиксироваться, каким образом она направлена, кому она направлена. Пока реестр только разрабатывается, то есть официальной информации, где он будет находиться, то есть это в публичном доступе, не публичном доступе, пока непонятно. Сейчас можно посмотреть только в госуслугах, получали ли вы повестку, то есть зайти в свой аккаунт зарегистрированный, подтвержденный, и ознакомиться. Получается, что если актуализация пройдет, то, во-первых, у нас
перестанет быть путаницы, то есть уже на местах невозможно будет решать самостоятельно военкоматом, кого призывать, то есть будет общий реестр федеральный, да, и сразу, если будут выявляться ошибки, то гражданин может сразу об этом заявить. То есть какие были ошибки? Это были непригодные к службе, то есть у кого появились за время запасы какие-то хронические заболевания, да, это были не служившие, то есть молодые люди, которые не подпадали под мобилизацию, но тем не менее их призывали, да, то есть потом возвращали, чтобы этого всего не было, будет общий реестр, можно будет заходить, знакомиться и в последующем сразу обращаться с жалобами. Что касается жалоб, жалобы у нас рассматриваются в том же порядке, то есть получили необоснованно повестку, на ваш взгляд, необоснованно, сначала досудебный порядок, то есть обращаемся с заявлением, что мы считаем, что это необоснованно, потом у нас судебный порядок, то есть также обжалуй. Единственное, что изменилось, если раньше это приостанавливало, то есть действие, да, повестки, сейчас это на усмотрение суда. Какие ограничения предусмотрены для военнообязанных, которые не пришли в военкомат, то есть получили повестку, их известили по госуслугам, вы об этом, допустим, вдруг не узнали, но тем не менее ограничения могут быть наложены. Нельзя регистрировать ИП или вставать на учет в налоговые в качестве самозанятого, нельзя управлять транспортным средством, нельзя заключать сделки с недвижимостью и транспортом, нельзя получать новые кредиты и займы. Действия действующих индивидуальных предпринимателей не будет ограничиваться, то есть если вы зарегистрируете ИП до момента наложения на вас ограничений, ваше индивидуальное, статус индивидуального предпринимателя, он будет продолжать действовать, можно не беспокоиться. Сколько будет действовать ограничения? Ограничения на данный момент в законе не ограничены по сроку. Это вот основные изменения, которые у нас есть. Нужно иметь в виду, что сейчас у нас электронные ресурсы приобретают все большее значение. То есть если у вас есть подтвержденный аккаунт в госуслугах, нужно им активно пользоваться, отслеживать. И если вы с той или иной информацией не согласны, до которой поступает, ее своевременно обжаловать. Желаю вам хорошего дня, изучайте законы и обязательно очень внимательно. А с 5 мая в Якутске работал передвижной офтальмологический комплекс. Жители столицы и республики смогли получить первичную консультацию офтальмолога или пройти аппаратное лазерное лечение у мобильных окулистов. В этом году передвижной комплекс впервые побывал за полярным кругом. Врачи осмотрели пациентов в Жиганске, затем в Кобяи и Сангарах. За 7 месяцев работы в передвижном комплексе была оказана помощь более 1000 пациентам. Офтальмологи осмотрели жителей Мирнинского, Нюрбинского, Сунтарского, Нюрингринского, Алданского и еще ряда других районов нашей республики. Ну, действительно, очень хорошая практика в плане того, что каждый из нас грешен тем, что мы слегка откладываем поход к врачу и именно заботу о своем здоровье. А тут можно, вот буквально во дворе увидел вот этот передвижной комплекс, а давай-ка я зайду, посмотрю. Ну, это, наверное, с точки зрения жителя столицы, а вот с другой стороны неплохо очень, что и в районы выезжает. Это фактически специализированная медицинская помощь, где, наверное, доступ к такой помощи не такой уж и легкий. Это очень хорошая практика в плане того, что буквально в прошлом году мы были в Момском районе, и региональная проблема, как раз-таки проблема офтальмологические. Они очень частые, и помощь вот таких специалистов, которые выезжают, очень необходима. Кстати, между прочим, в МОМе я в прошлом году тюльпаны выращивала. Это был очень интересный опыт. Весна уже на дворе, и сейчас для многих цветоводов созрел вопрос, вот как получить из одного куста 3, 5, 10 или, может быть, даже более 20 молодых кустиков. Ведь это никогда не помешает, учитывая дешевый ценник на семена или черенки вегетативных сортов. Сегодня своими секретами с нами поделится Муза Винокурова, которая точно знает многое о размножении махровых ампельных сортов и гибридов всеми любимой красавицы петуньи. Вот смотрите, Дарья, я хочу вам показать, да, вот на примере, например, вот этого стаканчика. Вот здесь, смотрите, петуния уже переросла. И для того, чтобы, во-первых, сэкономить на посевном материале и размножить, мы сейчас покажем, как снять черенок. Дарья, давайте вы. Так, хорошо. Да, вот, давайте. Так, это уберем? Да. Что мы делаем? Вот, смотрите, берите ножницы. Я вам подготовила материал. Обязательно сделайте дренаж. Сразу садите в стаканчик 0,5, потому что и как раз для постоянного места высадки у вас хватит объема для цветения растения. Вот, смотрите, для того, чтобы снять черенок, вы берете, грубо говоря, вот самый большой получается стебель. Вот так, да? То есть... Давайте покажем, да, Давайте, зрителям. какой длины должна быть? Ну, давайте сантиметров вот 7 Вот так. отрываете.
Отрезаем. Смело, да? Да, смело режьте. Ага. Так, вы можете, значит, укоренить это в корневине, можете не в корневине, петуния очень хорошо прирастает. Обязательно, вот смотрите, с такого черенка мы, в принципе, снимаем вот такие дополнительные листья. Мы снимаем. И у нас получился вот такой, видите, стебель. Ножка такая длинная, Ножка да? длинная, да. Вы можете подстричь, чтобы листья влагу не брали, вы можете подстричь, ополовинить. Итак, как мы укореняем? В стаканчик пролитый хорошего земли, торфа, я все делаю в покупной земле. Мы просто делаем ямочку, да? углубление. Вот так вот посадили. Прижали, вот так, все, и пролили, все. А теперь вот это вот все мы должны поставить под парник. Под парник мы поставим, да, Верочка? Я обычно делаю все вот так, да. То есть из подручных средств, так Из сказать, да? подручных средств, да. Закрывать плотно надо или не? Да, закрываете, все поставили, и где-то посмотрите, через неделю, дней через 10 у вас уже пойдут корни. И вот из такого хорошего, да, он чуть-чуть позже зацветет, но в любом случае изи-вейвы, они очень быстро разрастаются, и в июле у вас будет прекрасный цветок бесплатный. Ну а мы напоминаем, что в это утро каждый из наших телезрителей во время прямого эфира может кое-что интересное получить, потому что у нас проходит розыгрыш. Он посвящен именно конкурсу песенному, первому вокальному песенному конкурсу, который проходит на наших телеканалах. Называется он «Вот это да». И в это утро мы разыгрываем билеты на посещение финала данного конкурса на студии НВК «Саха». Все это будет проходить 21 мая. Да, Ну, и чтобы хотелось бы, попасть, нужно ответить на вопрос, который, во-первых, опубликован в нашем телеграм-канале. Попасть в него можете при помощи QR-кода, который на экране видите. Просто его отсканируйте и попадете в наш телеграм-канал. И можете по ссылке прям руками ее забить, а можете в телеграм зайти, написать в поиске «Утро Якутии» слитно, и все получится. Обязательно подписаться и туда отправить Да, вариант. обязательно подписаться, и в специальном сообщении именно с вопросом этим вы отправляете свой вариант ответа. Вопрос звучит следующим образом. Сколько лет исполнится песни в следующем году? Песни, которую исполнила первая конкурсантка города Якутска в прямом эфире 7 мая. Который эфир прошел 7 мая. Вот первая конкурсантка исполняла «Романс». И вот этому романсу в следующем году сколько-то лет исполнится. Вот сколько лет исполнится. Вопрос закреплен именно в предложенной новости в нашем телеграм-канале. То есть там более подробно вопросы можете почитать, посидеть, подумать и отправить вариант ответа. Двигаемся далее. Языковое богатство России. В Якутске стартовал Всероссийский фестиваль. Мероприятие инициировали федеральный проект родных языков народов России и флагманская площадка проекта госпитальных школ «Учим, знаем» города Москвы. Сегодня в стране более 60 региональных площадок, на которых обучают более 7 тысяч детей. Госпитальные педагоги знают о том, как важно для ребенка, находящегося на длительном лечении вдали от дома, обучаться на родном языке, знать культуру и традиции. Языковой фестиваль проводится в течение года, куда войдут конкурсы, где пройдут публичные выступления и много всего интересного. В России примерно около 300 тысяч детей находятся на длительном лечении. Это дети, которые не посещают родные школы в силу тяжелого заболевания больше полугода. И сегодняшний фестиваль будут подключены ребята из разных площадок проекта «Учим, знаем». Начинаем мы с Дальнего Востока, но сегодня будет связь и с Москвой, и с другими регионами нашей страны. Она еще раз дает даже этим ребятам понимание, что они не одни, что их поддерживает большое количество людей, и, конечно, их ждут их одноклассники, близкие, родные, чтобы они поскорее победили болезнь и вернулись к своим близким. Особый интерес у жителей Южной Якутии вызывает подразделение Томодского центра культуры, этнокультурный центр «Музей». В его фонде сохранилось много старинных вещей. Большая часть экспонатов принадлежала когда-то жителям города Томод. Школьники с удовольствием посещают музейные занятия, ведь здесь проходят интересные экскурсии. Мы хотели бы рассказать про первый экспонат. Это вот такой вот наконечник. Наконечник это 19 века.
подарила нам жительница города Тамота Карамзина Татьяна Гаврилевна. Она 1912 года рождения, потомственный охотник-оленевод. Наконечник ей достался от деда. Дед подарил отцу Татьяны Гаврилевны, и Татьяна Гаврилевна его сохранила и передала в музей. Она прожила 92 года. А вот для чего предназначался? Для охоты, да. Вставлялась и древка, и для охоты, ну, в основном, конечно, на медведя. А Татьяна Гаврилевна еще передала еще один экспонат, тоже такой ценный, тоже 19 века, и такая вот пальма. Это тоже оружие, но у него лезвие, вот видите, какое, ну, как нож, длинное. И на вот такой вот древке прикрепляется оно берестой. Но это тоже для охоты, тоже, скорее всего, ну, на медведя. Это вот специально как будто чехол, да? Да, для лезвия, чтобы оно не тупилось, скорее всего, так вот они, видите, как приспособили, да? Ну и вот такая вот сумочка, ну это уже, конечно, 20 век. Сумка из бересты, каркас сшит из бересты, а сверху обшит камусом и ровдугой. Так как ивенки вели кочевой образ жизни, они с места на место очень часто переезжали, и очень было удобно 2 сумки на оленя повесить, да, и по обе стороны ему было легко, и, естественно, больше ты вещей мог перевезти, вещей, продуктов. Также они застилали, например, тоже берестяное какое-нибудь приспособление, можно было закрыть, прикрепить, снег не попадал и дождь не попадал в эту сумку. Ну, естественно, мех тоже не пропускает воду. А вот такие вот экспонаты в нашем музее хранятся. Надеюсь, что мы еще их сохраним долго. На календаре 15 мая, начало недели. И прежде чем выходить из дома, вставать с постели, многие из нас берут свои гаджеты и начинают смотреть, что же день сегодняшний им прогнозирует, что же звезды нашептали. А мы предлагаем всем нашим телезрителям узнать, что же эти звезды советуют каждому знаку зодиака на ближайшие 7 дней. Овны. Овны проведут неделю по ранее намеченному плану. Несколько скучновато, но зато вполне стабильно. В профессиональной сфере удастся реализовать несколько удачных проектов. А вот прекрасная физическая форма позволит овнам вести активную жизнь, наполненную спортом, поездками, встречами со старыми друзьями. Тельцы. Тельцы задачи и проблемы третьей недели мая будут решать в гордом одиночестве. Рассчитывать на поддержку не стоит. Сфера финансов заставит тельцов перейти в режим экономии до конца мая. А здоровье может напомнить о себе тем тельцам, кто подвержен аллергиям или имеет эндокринные проблемы. Близнецы. Близнецам третья неделя мая принесет множество перемен, причем серьезного, а не ситуативного уровня. Некоторые близнецы примут важные решения о смене места жительства или работы, причем последнее заставит близнецов начать осваивать совершенно новые для себя сферы. Раки. Ракам недели принесет улучшение отношений со своими вторыми половинками, совместные поездки или путешествия. Возможность улучшить отношения с детьми получат и семейные представители этого знака, особенно те, кто ранее мало уделял внимания своим малышам. Львы. У львов наступает период внутренних перемен и пересмотра многих убеждений, взглядов и мировоззрения. Некоторые львы могут даже сменить религию или политическое объединение, в котором они состояли. Здоровье львов может немного пошатнуться в конце недели. Проблемы могут доставить зубы или растяжение связок. Впрочем, уже к выходным эмоции львов станут более позитивными, а неожиданная сумма денег позволит совершить приятный шопинг в компании друзей. Девы. Дева в неделе принесет нетипичные для них эмоциональные качели, связанные с отношениями. Впрочем, после новолуния 19 мая это состояние сойдет на нет, позволив девам заново оценить преимущества внутренней стабильности и гармонии. Весы. Весы проявят активность в профессиональной сфере, где появится большое поле для применения своих способностей и возможностей. Ориентированные на карьеру весы получат возможность совершить существенный рывок вверх. Здоровье весов будет стабильным, а романтическая сфера останется на позициях предыдущей недели.
Скорпионы. У скорпионов неделя ознаменуется чередой встреч, свиданий и активных коммуникаций. К выходным скорпионы могут даже устать от такого количества людей в своей жизни. Захотят уединения, отключат телефон и интернет, чем могут вызвать недовольство части своего окружения. Стрельцы. У стрельцов продолжается тенденция предыдущей активной недели со смещением акцентов в семейные дела и проблемы. Интересные предложения о смене работы получат стрельцы, работающие по найму. Финансовая сфера может потребовать от стрельцов режима разумной экономии вплоть до следующей недели. Козероги. Козерогам неделя принесет бремя ответственности в профессиональной сфере. Иллюзии получить помощь развеются уже к среде, и козерогам придется принимать огонь на себя, решать сразу сотню вопросов и корректировать работу большинства сотрудников и коллег. Напряжение будет столь серьезным, что к выходным единственным желанием представителей этого земного знака станет удобная кровать и полноценный сон. Водолеи. Водолеи всю неделю будут заняты наведением порядка как на рабочем месте, дома, так и в собственном сознании. Внезапное желание разложить все по полочкам заставит водолеев активно взяться за структурирование своего пространства. Но не у всех представителей этого воздушного знака получится довести начатое до конца. Торможение и сопротивление водолея может оказать собственный мозг, который не очень привык к такому системному подходу со стороны своего обладателя. Рыбы. Рыбам неделя принесет риски быть втянутыми в бесперспективные предприятия или невозможность договориться с кем-то по насущным вопросам. Здоровье рыбам не доставит особых проблем и неприятностей, а вот возможные опасности могут исходить от воды, поэтому крайне нежелательно посещение бассейнов, купание в водоемах. Подготовка к летним каникулам продолжается. С мая идет запись в летние лагеря для детей. Также родители могут подать заявку в письменном виде. Например, на сегодняшний день в лагерь «Энергетик» и круглогодичный оздоровительный центр «Сосновый Бор» поступило более 900 заявок. Также проверяют санитарные условия, безопасность и мест для детей. Этим летом планируют охватить 43 тысячи детей. Полезным отдыхом откроют более 500 лагерей. Из них 80% – это места с дневным пребыванием. Также в связи с годом труда многие ребята совместят полезную работу еще и с летним отдыхом. В этом году у нас запись принимаем мы через госуслуги. Там в разделе «Отдых детей в каникулярное время» родители могут записать своих детей во все лагеря республики. Для записи документы не нужны, они просто заявку отправляют. В этом году стоимость путевки 43 тысячи, субсидия 15 тысяч. Сегодня отмечается Международный день семьи. Семья – это наш родной дом, в котором воспитываются дети, передаются из поколения в поколение нравственные, духовные традиции. Это место, где мы учимся любви, уважению, взаимопомощи. И сегодня у нас в гостях семья Петровых. Их история любви началась еще в студенческие годы. Через пару лет молодые люди стали мужем и женой. И Петровы сегодня являются счастливыми родителями 5 детей. Айталина, Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну и еще хочется отметить, что вы абсолютные победители конкурса «Семья года» 2020, то есть прошлого 2022 года. Мы с вами как раз виделись, и у вас произошли столько изменений после вот этой победы. Да. У вас еще и по семье прибавление. Ага. Вот, вообще, в целом, чем запомнился прошлый год для вас? Ну, буря эмоций, да, можно сказать, в прошлом году было. Все поменялось так резко, быстро, неожиданно, можно сказать. Ну а после конкурса что вот изменилось? Вот насколько знаем, что вы вот совсем недавно в очередной раз стали родителями. У нас 4 детей было в тот году, сейчас у нас 5. У нас еще раз появилась девочка, маленькая, 3 месяца только. Вот у нас вот 5 детей. Психологи отмечают, что дети, которые выросли в многодетных семьях, они более приспособлены к жизни, они становятся какими-то более самостоятельными, они всегда вовлечены в процесс воспитания младших, они сплоченные, они друг за друга горой. Но тоже ведь многое и зависит от того, как родители будут, какую методику воспитания, как они будут прививать вот это вот все в семье. Вот поделитесь вашей истории. Как у вас проходит этот процесс? Ну, когда маленькая появилась, у нас старшие дети уже практически стали как взрослыми. Они больше помогают маме. Но меня постоянно не бывает дома, я-то работаю. Поэтому, да, вот я уже замечаю, уже старшие сыновья уже
практически они уже как почти взрослые люди помогают, Ну, во всем разбираются. Старший 6 класс, средний 4, младший сын 1 класс, и 2 года, и вот 3 месяца. Прям Ну, помогают друг другу. Практически друг за дружкой. Да, Все, друг за дружкой. всеми делятся. Ну вот такой момент немаловажный, что все-таки, ну как бы ребенок, допустим, наверное, самое трудное это когда появляется второй ребенок, потому что когда ребенок один, он все-таки привыкает, что внимание родителей всегда направлено только на него. Да. Вот и были ли какие-то вот сложности с появлением, когда появляются новые дети, именно в части реакции остальных Старше. детей, да, На младшего. Нет, прям они с детства, по-моему, так. Они хотели просто. Прям вот, да. хотели, ага. Все время просили ребенка. Просили даже. Да, и вот после 5-й там как-то пока практически остановились. Ну, у них пока есть 3 пока не месяца, просят. они пока присматриваются. Да. Но, тем не менее, вы, кроме того, что вы многодетная семья, вы еще и отличный пример для каждого из своих сыновей, для каждой из своих доченьки. Вот, Дмитрий, насколько мы знаем, вы еще являетесь многочисленным призером в спортивных улусных соревнованиях по борьбе с хапсагай. А вы, Талина, еще и занимаетесь танцами. Вы хореограф, конкурсы красоты. Это прям... Это то, что для вас. Вот как... Вот расскажите в плане воспитания, то есть одно дело быть примером, совсем другое — это выявить в ребенке потенциал к чему-то. Ну, к спорту потенциал, или вот к искусству. Ну, с детства, вот с садика прям начинается. Они там всегда поют, танцуют, мы там и смотрим. И вот спортом тоже они прям любят заниматься. Старший вот по многоборью занимается, батер-клуб. И вот средний сын футболом занимался. И боксом занимался. Ну, сейчас в ансамбле Дубун ходит. Прям ансамбле Дубун. Ну, мы выбираем прям. Дети Но сами мы не ходят. настаиваем, Ага, чтобы вообще не именно настаиваем. этим видом спорта заниматься. Да? Вот, чем они хотят, они вот, и мы поддерживаем всегда их. Поддерживаем. Ну, в своем выборе. Ходят, выбирают, и мы... Ну, нас родители вот тоже так Ага. воспитывали, поэтому мы так Ну. продолжаем. То есть из-под палки никто никуда не ходит. Да, ну, просто подправляем. Подправляем. То это все-таки, да, тоже такой момент, наверное, воспитательной работы в любом случае. То есть уже прививать, что твой выбор, его уважают, хочешь попробовать, тебя поддержат. Ага. Помимо этого, я думаю, ну, вы уже родители с опытом, да, много, наверное, и молодых родителей, которые еще только планируют детей. Может, какие-то вот советы житейские, наверное, по большей части, это дать вот именно в плане воспитания детей? Но надо слушать детей, да? Разговаривать. Да, побольше надо с детьми да. общаться, да. Вот, Играть. тесно Мы играем общаться. настольные игры всегда, когда все Семейно, вместе да. собираемся. Настольные игры собираем, вот, играем, да? Вот начинается ну, с время обеда, там ужина, надо вместе там покушать. Ну, кто-то на телефоне сидит, такого нельзя как бы. Ну, За столом пообщаться, вообще да. телефон никто не Ну, берет. каждый день надо спрашивать, в чем сегодня там день закончился, там, как начался. Ну, даже какие-то просто вот рядовые Да, обсуждения, да, рядовые, да. умение их проводить. То есть каждый ребенок имеет свое личное время, но при этом у вас есть какие-то определенные семейные традиции. Да, Допустим, вот. тот же самый ужин в семейном Да. кругу, где вы друг с другом интересуетесь. Да, вот вечером все каждый собираемся, своими делами. играем. Да. Надо Ну, уделить надо, время для ребенка, да. Надо общаться больше. Вот, общаться. Чем больше общаемся, чем Вот. больше. Ну и, времени как друг мы уже другу. сказали, сегодня Международный день семьи. Но я думаю, от вас хотелось бы для всех родителей, всех семей нашей республики какое-то поздравление. Вот, пожалуйста, камера для вас работает. Ну, поздравляем всех семей с Международным днем семьи. Ну, желаем, что у всех, ну, все были здоровы. Да, ну, самое главное в человеке — это здоровье, побольше детей, по возможности. Ну, главное, чтобы здоровье позволяло, конечно. Так, ну и что? Ну, счастье, Счастье, любви, понимание. верности. Большое спасибо, мы вам желаем того же самого. Мы надеемся, что через год мы с вами встретимся, у вас будут новые успехи. Спасибо. И будет, наверное, 6-й ребеночек. И, может быть, мы даже пригласим вас всей семьей в нашу студию. Будем рады снова вас видеть. Ой, Спасибо спасибо большое. большое. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из новостной службы. Они расскажут о последних событиях. Якутия, доброе утро. Предлагаем блок новостей.
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки и глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это 85-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже около 4,5 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии. На Дальнем Востоке откроются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Так, сразу в 12 регионах России открылись региональные отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», где молодые люди до призывного и призывного возраста под руководством опытных инструкторов могут пройти интенсивный курс обучения военно-прикладному делу. Инициатива «Возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и полупреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В Музее музыки и фольклора народов Якутии открыли выставку «День Победы» в собраниях коллекционеров. На выставке представлены колокольчики городов-героев и воинской славы, наборы монет городов трудовой доблести, оружие Великой Победы, памятные монеты, открытки, значки, книги о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных во имя Родины. Посетители смогут подробнее узнать о Великой Отечественной, глубже понять прошлое своей страны и ее роль в мировой истории. Познакомиться с коллекциями можно до 26 мая по адресу Кирова, 31, 3-й этаж. Я выставляюсь, например, открытки художественных фильмов, которые были посвящены Великой Отечественной войне. Они сражались за Родину, Тегеран и многие другие. Потом выставила свои песенники, посвященные военной тематике, патриотического характера и именно песен военных лет. Выставила значки. И еще очень интересно, там выставились колокольчики «Союз», ассоциация колокольчиков под руководством Ирины Мороз. Очень интересно тоже колокольчики, герои, города-герои. Очень интересно будет. А в Национальной гимназии прошел конкурс по карвингу, то есть художественному вырезанию по овощам и фруктам. Участниками мероприятия стали учащиеся с 6 по 8 классы, а также студенты 4 курса пединститута. Количество конкурсантов составило 20 человек. Мероприятие проходило в 4 этапа: букет и нарезки овощей и фруктов в стиле карвинг. Участников оценивали независимые эксперты, победители регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» в направлении поварское дело, ресторанный сервис и блюда народов Севера и Арктики. Способности деток увидеть, да, они же растут, они развиваются, и у нас уже разрыв-то с ними в возрасте большой получается, поэтому детки у нас уже используют и другие методы, и другие методики, да, они смотрят это все в интернете, да, и очень хочется у них даже поучиться чему-то, да, потому что мы чуть-чуть уже в образовательный процесс так вошли, и нам дополнительно обучаться очень трудно. А тут на практике мы видим, как работают детки, может быть, какие-то минусы заметим, да, что нужно нам в процессе обучения, да, на это обратить внимание. А так, конечно, увидеть, как творчески работают детки, что они умеют, самое главное. Более 40 работ поступили на конкурс эскиза талисмана 8-х игр «Дети Азии» в Якутии. Жюри определит 5 лучших проектов. Данные проекты будут допущены на финальный этап конкурса – голосование. Так, 17 мая любой желающий сможет принять участие в выборе символа игр в официальном сообществе «Дети Азии» ВКонтакте. Итоги конкурса подведут 1 июня. Победитель получит ценный приз от дирекции игр, а лучший дизайн-макет станет визитной карточкой предстоящих соревнований, и его нанесут на всю сувенирную продукцию. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня.
Но мы напоминаем, что 21 мая на телеканале «Якутия-24» состоится финал первого песенного конкурса «Вот это да». В прямом эфире будут определены 2 победителя, по мнению жюри и по выбору телезрителей. За понравившегося участника можно будет голосовать на протяжении прямого эфира. В финал вышли 12 победителей районных туров. Это Ленский, Мирнинский, Алекминский, Алданский, Нюрингринский районы, а также город Якутск. Уважаемые телезрители, вы можете тоже стать участником прямого эфира, который состоится в воскресенье вечером, 21 мая. Вот, для этого нужно ответить правильно на вопрос в нашем телеграм-канале. В начале эфира мы вопрос задали, вопрос продублирован в самом телеграме, там же и комментарий нужно оставить, но за весь эфир никто не дал правильного ответа, поэтому... Потому что и вопрос тоже оказался непростым, с некоторым подвохом, то есть нужно было думать, нужно было внимательно следить за нашими эфирами, но мы... И нужно было, скорее всего, 7 мая посмотреть эфир. Да. А мы пойдем вам навстречу. Мы, во-первых, дадим вам небольшую подсказку, которая поможет вам для того, чтобы дать правильный ответ. И у вас в течение часа есть еще возможность, то есть до 9:00 по времени города Якутска у вас есть возможность написать правильный ответ. А завтра наш утренний эфир мы начнем с того, что подведем итоги. Вот. Итак, вопрос звучит следующим образом. Сколько лет исполнится песни в следующем году? Песни, которую исполнила первая конкурсантка от города Якутска в эфире 7 мая. Подсказка была, во-первых, в течение эфира, что это романс. И вторую подсказку мы даем, что композитор этого романса Борис Фомин. А также поэт Константин Подревский. В общем, друзья, отвечайте правильно и побеждайте с самого утра. На этом наш эфир подошел к концу. Мы надеемся, что зарядили вас позитивом. Желаю вам всем плодотворного дня, отличной недели и хорошего позитивного настроения. Оставайтесь на канале Якутия-24 и будьте в курсе всех событий этого дня. Да. Завтра в это же время, в этом же месте. Еще и с результатами конкурса. Всего хорошего дня вам.